Привет, привет! 20 июля на календаре. Мы опять на нашей любимой реке Печора. Позади рабочий день, отработали. Пользуясь случаем, полдня у нас есть, время 3 час. Немножко порыбачим. И сегодня мы будем ловить на спиннинг. И у нас вот такие вот красивые обновочки. Подарили на день рождения вот такие катушечки. Эту катушку подарил мне Александр Тарасов с Урала. А эту катушку мне подарил Ромка, сынок. Две новые катушечки. Ну и третья там вот с бомбардой. Я теперь собрал 3 спиннинга, чтобы постоянно не переставляться. Взял с собой 3 спиннинга и удочку. И начнем. Раз по 5 будем кидать блесну вертушку, белую резину. Ну а там дальше видно будет, на что сегодня будет ловиться рыба. Давненько не рыбачили. На это были существенные причины. Дни рождения. Почему? На день рыбака последний раз, да, рыбачили 13 числа. Отгуляли день рыбака, отгуляли Ромкин день рождения 14, мой день рождения 17, и у Марины отметили позавчера. Так что все праздники позади, основные праздники. Впереди еще так намечается что-то такое интересное. Пока все. Июль у нас вообще богатый на праздники, это ужас. Тут есть камушки, так что на блесну может тот же хариус взять, тот же язь, окунь. Прошлый год щучки здесь брали. Ну что трындеть, берем спиннинг и понеслась. Понеслась. Так, как-то здесь у меня получалось даже с первого заброса щучку поймать. На воблер, правда. Донбасский воблер, который мне отправлял Серега Башко. Сейчас этого воблера нет и поклевок нет. Я так думаю, на резину все равно что-нибудь должно клюнуть, если сегодня клевый день. Бывает такое, что и вообще не клевый день. Или вечера дождемся. Вечером-то все равно, наверное, что-то должно половиться, я так думаю. Ты смотри-ка. Не хотят. Ладно. До первой поклевки. Так, ну что, сегодня, походу, у нас не клевый день. Поменяли уже 3-е место. Это уже приехали на 4-е. Резина, блесна, воблер. Все меняем, все пробуем. Ни одной поклевки. Такое чувство, что рыбы нет. Но она есть. Просто, походу, она не хочет сегодня есть пока. Вот, пока не хочет есть, но гнать гонится. Вот видел, окушка гнался за резиной. Пару раз видел всплески, то ли хариус, то ли язь. Оп, вот, это была поклевка у нас. Это была поклевка и, походу, окуневая. Что-то подергало, тык-тык-тык-тык-тык. Рыбачки. Сегодня очень много лодок видел. Как очень много? Лодок 10-15, наверное, точно видел. Рыбаки рыбачат. Оп, вот и первая поклевка. Вот и первая поклевка. Это у нас окунь.
у нас вот такой вот окунь. Янцикадан. Опять появились вопросы. Что такое янцикадан? Это коми слово, чтобы не сглазить. Говорят, после удачной рыбалки, охоты, поимки рыбы, дичи, зверя, чтобы не сглазилось. О, опа. Что-то было хорошенькое, но ушло. О, гнался окунь. Здравствуйте. Здорово. Привет. Ну, вот окушок один клюнул. Это сегодня вообще М. глухо. Вообще я там 3 места поменял, ни одной поклевки не было. Вот сейчас вот один. Целый день рыбачим на себе. С 7 утра. С 7 утра. И чё? Чуть больше пол-ведра. Вчера 2 ведра поймали сегодня. А, вечером, наверное, да, ловится? Нет? Вчера целый день ловили. На целый день. Хотя даже дождик был. Ну, вот один окушок клюнул сейчас и все. Дождик, пасмурно, может, вчера было. Сегодня, может, солнце из-за этого. Коми рыбак же вы, да? Ну да. Есть такое. Щука-то берет, нет? Канал. Одна сегодня там. А, Вчера А- штук а, 7, а язь наш? Ясь ваш. Сегодня 2, вчера 4. Ну, хоть он это, успокоился сейчас, этот язь. Раньше, в начале лета, он как дикий, блин, на все брал. Сейчас куда-то он загасился, меньше его стало. А мы заездем-то и приезжаем. Да? Тут народ, наоборот, не знает, куда от язя деваться уже. Мы наоборот. Вот нам литров 30 доезжаю и домой поехали. А, так вон. Удочку в клеточку бы закинули, он бы налетел. Только летом надо чаще проверять ее. Мы сюда раз в год приезжаем. и Все. А. Откуда сами? С Вычегды приехали. Ого. С Усковского района. А вы через Ухту, что ли? Нет, мы через Тузлу. Через Тузлу. А, ну. Каждый год приезжаем, Каждый год, ловим. На 3 дня. Так, ну что, потихонечку поклевывает. Поймали сколько уже? 3 окуня, наверное. И только что был сход щуки. Около килограмма, наверное, щучка ударила. Но ушла. Мужики, поговорил с мужиками. С Усть-Куломского района аж приехали сюда. С Вычегды. Там у них, говорит, язя нет. Приехали конкретно за язем, но ловится, говорит, плохо язь. Так, немножко, говорит, вчера 2 ведра поймали. Сегодня, говорит, вообще глухо. С утра уже рыбачат. Пол-ведерочка, только еле-еле, говорит, наковыряли. Получается, сегодня не клевый день. Вчера, говорит, был дождичек, пасмурно, и рыба, говорит, клевала изумительно. Сегодня солнышко, и рыбы нет.
так думаю, что-нибудь да мы все равно поймаем. Вот так вот. Нет, до поклевки есть окуни. На резину. На блесну даже ни разу не клюнуло на вертушку. А, господи. Щуренок. Опа. Щуренок. Ждем вечера. Поклевок нет. Или достать удочку попробовать. Окуневый глазик червень взяли. Малька не видно. В принципе, я так думаю, если достать удочку, скорее всего, ну хотя попробовать можно. Сейчас попробуем. А вдруг? Тут стоит стая крупных окуней и ждет съедобного что-то. И говорит, нахрен нам ваша резина. Ждем вечернего клёва. Вечером, наверное, скорее всего, и поклюет, если поклюет. Может, и вообще не будет ловиться. Ну вот, как я вам и говорил, удочка заработала. Даже без глаза. Просто на резинку. Вот такая вот резиночка небольшая. Так вот водил туда-сюда. И сразу же поклевка последовала. Ну, сейчас мы глазик, конечно, возьмем. Окуневый. С глазиком, я так думаю, будет веселее. А резину брать не хотят. Нормальный окунь. Вот такой вот глазик. Насквозь прямо протыкаем. Вот так вот. Раз. Видно, да, надеюсь? Вот. Резинка пусть болтается. Я так думаю, с глазиком должно повеселее дело пойти. Все-таки запах есть. Нет мелких мальков. Обычно в траве они плавают. Так бы с очком черпанули, как мы обычно делаем. И все. И проблемы решены. Если такой окунь ловиться будет, что бы его не потаскать-то? Если щука не хочет брать. Да, спиннинг сегодня что-то вообще не работает. Хотя рано радовались. Окунь был единственный. Так. Не прошло и полгода. Первая поклевка за последний час, наверное, точно. Переезжаем с места на место, пробуем везде, на все. Долго не задерживаемся, буквально по 5 минут. Вот здесь была одна поклевка. Одна единственная. И все. Так что достаем удочку. И я так думаю, поклевка должна, по идее, повториться. А нет. Нету
Ты было. Активности 0. Вот как это объяснить, а? Вчера ловилась, мужики говорят, сегодня нет. С утра, говорит, еще немножко поклевала, днем вообще перестала. Впустую кидают тоже. Так что я не один такой. Если она не хочет, значит не хочет. Значит, будем ее уламывать. И есть поклевочка. Не знаю, дойдет ли, не дойдет до лодки. Но что-то клюнуло. Дошел. Красавчик. Инскадан. Отдай. Удочка у нас тоже не заработала. В общем, переехал, поменял твистер на виброхвост. И увидели поклевочку. Оп, вторая. Ну, наконец-то. Хоть что-то зашевелилось. В общем, постоянно переезжаем, не стоим на одном месте, ищем голодного окуня. Есть. Блин. За резину дергают. Это всегда так, когда окунь не активный, он не заглатывает приманку, а только за хвостик теребит. Ну вот. Что-то хорошенькое дергало, но не дошло до лодки. О, это мелкий. Ну, хоть чуть-чуть веселее стало, хоть поклевки начали появляться. На улице потеплело. Ветер стих, солнышко начало пригревать. Запахло летом. Так лето мы еще не видели в июле. Ждем вечерний клев. Есть поклевка. И это походу щучка. Нет, это язь. Это язёк. Это язёчек. Второй уже. И есть поклевочка. В общем, работает только одна вертушка. Это у нас щупарь был. Вот такая вот ядовито-желтого цвета. 4-й номер. Только на нее есть поклевки изредка. На все остальное вертушки, резинки,
Клевок практически нет. Нет, додернут бывает резинку, а так глушняк. Вот на эту более-менее. Иногда хоть есть поклевки. Подобрали. И пока на нее покидаем. С полчасика хотя бы. Время у нас уже 4:30. А у нас еще в контейнере, не знаю, с десяток-то наберется, не наберется, навряд ли. Не всегда коту масленица, не всегда волшебный клев. Вся надежда на вечер. А с каждым разом вечер сейчас короче и короче. Ночи уже темные. Если последний раз, когда мы ловили тогда до 9, то сейчас уже до 9 уже не половишь. 9 уже у нас темно. Ну вот. Щука не хочет ловиться, решили попробовать на перекате. Первый есть. Первый, надеюсь, не последний. Бомбарда, 2 мушки, 1 до, 1 после. Хариус-то плещется, но тоже активности не очень. Ветерок бы нужен, чтобы волна была. Тогда хорошо. Наконец-то что-то зацепилось. Это или щука, или язь, однозначно. Дергает хорошо. Опа. Так. Дай-ка мы посмотрим на твою наглую морду. Твою дивизию. Твою дивизию. Как-то вот так. Наконец-то достойную щучку вытащили. Энскадан. Что только уже не кидал. Поставил опять белую резину. И вон. Вот она. Килограмма 1,5, наверное. Ну, кило 200, 300 точно будет. Больше килограмма. Вот она. Вот она, красотка. Все-таки ты клюнула, Энскадан. Вот она, красота моя. Ах. Только что в траве здесь плесканулась щука. Такая щука или язь, я что-то не понял. Он хорошенький, добренький что-то. Не взяла. Или от меня, скорее всего, шуганулась. Вот тут вот в траве на мели было. Переехали до дамбы. Здесь обычно тоже окунь клюет, но дамба еще вся, как мы видим, под водой. Надо еще полметра как минимум упасть. Тогда можно будет здесь тоже порыбачить неплохо. Здесь окунь, щучки поклевывали. И язь тот же. Ну еще много воды. И тут глубины, мама не горюй, 4 метра, наверное. Что-то клюнуло. Окунь. Ух ты, какой хороший.
Наконец-то, блин. Уже вечер наступил, блин. Скоро солнце сядет. А у нас, блин, кан никак не можем заполнить. Кан. Если контейнер этот каждый раз заполнять, то было бы неплохо. Сейчас бы на дамбу с берега можно было бы покидать. Обычно так и делаем. Окуня хорошие здесь бывают. Но немного, с десяток поймаешь и все. Пробовал даже как-то здесь закидушку кинул. 1 минута и все, ни одного малька нет. Все съедают и срываются. Так, ну что, попробуем тут. Там ниже дамбы покидать. Сплавимся немножко. Хотя, хариус плещется, но не берет. Ясь. Здрасте. Вот они, я еще говорю, язей нет. Их вон предостаточно, что-то он весь в клопах, что ли, но клопы уже появились. Вроде и тепла-то еще не было. Вон сколько клопов. Ладно. Вот они и трутся об траву от клопов. Я все удивляюсь, откуда у рыб появляются эти клопы. Вроде плавают так быстро. Это же надо успеть присосаться. С одной стороны, это очень хорошо, когда клопы, рыба, особенно хариус, идет на перекаты, где холодная, быстрая вода. И хариус весь будет на перекатах или в холодных речках, ручьях. Потому что эти клопы живут только в теплой воде. А малые речки, как правило, они холодные. И там клопы реже уживаются. Не знаю, получится или не получится в этом году съездить на малую речку куда-нибудь. Конечно, бы хотелось, но очень и очень много работы. Дела, дела, дела. Не проворот. О, это что такое? Нифига себе, вот это поклевка была. Скорее всего, это был, наверное, крупный язь, я так думаю. Или щука. О, еще. Он же взял, наверное. Ушел. Блин. О. Полосатик. Ну вот. Можно сказать, вроде бы как наступил вечерний клев, начало поклевывать. Но скоро уже будет совсем темно. О, видали, да? В траве сколько рыбы. Надо ближе туда. Да.
Жалко, белые ночи закончились. По темноте уже сильно не половишь тут. Сейчас посмотрим время сколько. Ну, 7:30. 8 уже надо будет сматывать удочки, наверное. Потому что еще очень далеко ехать надо мне. Вечерний клев это, конечно, хорошо. Но мы очень далеко сейчас от дома и точно не знаю, как будем ехать мы. В общем, поедем в другое место. Ближе к дому. Пару мест еще есть хороших. Попробуем там. И здесь вместо рыбы, но сегодня что-то совсем не хочет ловиться. Погнали. Так, переехали на другое место, поближе к дому. И здесь как бы рыба тоже должна быть. И сейчас мы проверим. Тут, конечно, очень много травы. Тут на удочку мы окуня неплохо ловили. Попадали и щучки, и все. У меня была одна рыбалка неделю назад. Но из-за того, что не взял запасных аккумуляторов на GoPro. В общем, забыл зарядить. И запасные не взял. Съемки не получилось. Только что плесканулась рыбина. Скорее всего, это язь. Там где-то. Попробуем мы его поймать, если получится. Так, первый заброс не взял. Или язь, или щука. Третьего не дано. Оп, нет. Нет, нет. Не хочет. В общем, сегодня опять у нас не клевый день, но грех жаловаться. Пол-ведерочка мы поймали примерно, я так думаю. На жареху точно будет. Жалко, только день быстро закончился. Вечер, вернее. Нифига. Рыба здесь по-любому есть. Сейчас попробую еще удочку с резинкой. Это если бы я взял червей, я так думаю, окуней бы мы натаскали. Но я их не взял. Попробуем просто на резинку. Одного окуня. О, оп. Щука. Вот так вот. Травяночка клюнула на резинку. Не зря. Пойдешь в общую кучу. Блин. Прямо в лицо залетело. Вот так вот. Рыба есть, но не берет. Малька надо. Поймали бы гальянчиков. Оп, оп, оп.
Еще на одно место переехали. Пробуем везде понемножку. Знаю, что рыба есть везде. Но, во-первых, передвигаемся потихонечку ближе к дому. Во-вторых, сегодня может клевать здесь, завтра там. В общем, надо сколько успеем, столько попробуем. Не так уж много времени осталось у нас. Полчаса максимум. Это уже максимум. Так что есть все-таки надежда на вечерний клев окуня. Может быть, щучку поймаем. А может быть, не поймаем ничего. Такое тоже бывает. Ни одной поклевки. Раз 20 забросил резину, вертушку, воблер. Тишина. А здесь мы с Иваном Григорьевичем, ох, как-то веселились. Конец августа был. Приехали на 3 дня. А тары взяли литров на 60, наверное. Ну что, первый день поймали пол-ведра хариуса, переночевали в деревне, посидели, погудели малость. И на следующий день, не с утра, а где-то в обед вышли, забили 60 литров тары и уехали домой. Окунь долбил как дикий, по 2, по 3, на мушку, на блесну, на резину. Григорьевич там на зимнюю удочку умудрялся. О, это что? Нет, ничего. Ну, здесь, его здесь тьма. Просто он когда ловится, а когда не ловится. Все, поехали. Попробуем еще одно местечко, если не темно будет. Там бывает щучки, травянки тоже. Иногда возле берега берут, собираются в одном месте, знаю. И все на сегодня. Не хотят, как хотят. Ветер стих, похолодало. Как бы заморозок не ударил, блин. Градусов 5, не больше. Ладно, погнали. Лето на севере, холодное, холодное. Кто-то на песке палатку там поставил. Рыбаков много. Прибыли еще на одно место. И это уже точно на пасашок. Отсюда где-то около 10 километров до дома осталось.
Так что доедем нормально. Минут 10 можно еще порыбачить. Здесь бывают щучки. Здесь бывает крупный окунь. Посмотрим. Может, повезет. Может, клюнет кто-нибудь. Хотя навряд ли. Если уже нигде не ловится, то значит все. На сегодня, наверное, билеты кончились. Нифига. Ни одной поклевки. Раз 15-20 уже забросил. И вертушку с мушкой. И резину белую. Вот раз на раз не приходится. В прошлый раз лил дождь. Были тучи. На белую резину брала на ура. Натаскали ведерочко 20-литровые. Быстро-быстро. Сегодня нет. Все. Это какая-то перемена погоды будет. Хватит. Небо стало ясным. Похолодало. Такое ощущение, что уже около 0 градусов. Аж руки мерзнут. Вот это лето. Так, ну, наверное, хватит. Видите, да? Одето по-зимнему. Все, на сегодня все. Рыба сегодня не ловилась, но мы постарались. Мы сегодня постарались. И домой приедем с уловом. Вот такая вот красота. Вон щука здоровая, окуни, несколько язей. Нормально. Будет и жареха, будет и малосолка. Свежая рыба у нас всегда на столе есть. Раз в неделю это точно. Так что как-то вот так. Бывает и такая рыбалка. Зимой бы такой улов был за счастье, а летом, когда уже привыкли таскать ведрами, как бы маловато. Ну ничего страшного. Что поймали, то наше. Ну а мы надолго не прощаемся. Будет возможность, при первой же возможности поедем на рыбалку. Сейчас как бы мы совмещаем полезное с приятным. А чтобы поехать, да еще с ночевкой, это, конечно, мечта. Ну, не знаю, получится ли, сбудется ли. Это, наверное, только уже в августе. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся.